Добрый вечер. Сегодня среда, 27 января. 700-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Крыму вторая смерть от свиного гриппа. Жертва вируса H1N1 проживала в Севастополе. Об этом сообщил источник в системе здравоохранения города. Накануне Министерство здравоохранения Российской администрации Крыма предварительно подтвердило первую смерть от свиного гриппа. В Евпатории умер мужчина, приехавший из России. Всего в Крыму подтверждено 13 случаев заражения вирусом гриппа H1N1. На сегодняшний день я хочу сказать, что в лабораторию поступило более 32 образцов от больных с внебольничными пневмониями и с диагнозами грипп. Лабораторно подтвержденный вирус гриппа H1N1 у 13 случаев. В 6 случаях результат отрицательный, остальной материал в работе. Суд по делу 26 февраля отложили до 15 февраля. Об этом сообщил на своей Facebook-странице адвокат заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза Николай Полозов. Он написал, что причиной стала госпитализация одного из подсудимых, Эскендера Кантемирова. Полозов отметил, что инициатором переноса заседания стала прокурор Российской администрации Крыма Наталья Поклонская. Однако родственники подсудимых считают, что суд испугался присутствия на заседании членов комиссии Совета Европы, которых накануне пригласил адвокат Николай Полозов. Никогда такого не было. Мы на каждый суд со скандалом заходили. Нас не пускали. Первым делом пускали всех пострадавших, а их 22 человека пускают каждый раз. А в этот раз их совсем мало пустили. И нас начали с улицы людей приглашать. Проходите на суд, есть места. Без шашты-халдах. Но когда зашли и ходатайство прочитал этот прокурор, чтобы отложить вдруг. На прошлом заседании прокурор возмущался, что мы специально затягиваем. Человек поторопился и сделал анализы, чтобы успеть на суд к часу. А тут начали такое. Они начали как-то неожиданно беспокоиться о нем. И отложить его именно до 15 февраля. Мы уже сразу поняли, в чем заключается их не такая доброта. Они испугались, вот этой миссия какая-то у нас, да, сейчас в Крыму заехала, европейская, что ли, что. Адвокат Чийгоза Полозов их пригласил, видимо, в Фейсбуке на заседание суда. Они, скорее всего, испугались этого, что вдруг эта европейская миссия придет на суд. Она у нас будет находиться до 31-го. Они все подрасчитали. И пока они тут будут, никакого суда у нас не будет. Следственный комитет России считает, что во время массовых беспорядков в Крыму 26 февраля 2014 года пострадали граждане России. По словам главы Крымского отделения Следственного комитета России Михаила Назарова, российские следователи вправе расследовать дела, произошедшие на территории другого государства. По его словам, с просьбой о расследовании обратились граждане Российской Федерации. Но, как известно, на момент проведения митинга Крым находился в правовом поле Украины, и его участники были украинскими гражданами. Ситуация с соблюдением прав человека в Крыму остается репрессивной. Об этом сообщает в своем докладе международная правозащитная организация Human Rights Watch. Крыму выделен отдельный раздел. Правозащитники пришли к выводу: те, кто сохранил украинское гражданство и не принял российское, ограничены в доступе к образованию, занятости, социальной помощи. Реальных расследований по фактам насильственных исчезновений в 2014 году крымских татар и проукраинских активистов оккупационная власть не провела. Она продолжает принуждать к молчанию тех, кто их критикует, и оказывает давление на крымских татар, этническое меньшинство, открыто выражающее недовольство действиями России в Крыму. В апреле был вынужден прекратить работу оппозиционно настроенный крымско-татарский телеканал АТР и другие предприятия этого холдинга, говорится в докладе. Уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу формат работы по деоккупации Крыма. Встреча состоялась в Страсбурге. На фейсбук-странице Джемилева предлагается создать международную группу, в которую войдут страны-участники Будапештского меморандума и Турция, как одна из влиятельных черноморских стран. Идею поддержал президент Украины. Подробно этот вопрос будет обсужден в феврале этого года во время визита министра иностранных дел Турции в Киев.
Министерство иностранных дел Украины лишило дипломатического паспорта председателя парламента Российской администрации Крыма Владимира Константинова и еще 299 чиновников. На сайте ведомства обнародовали соответствующий список, в котором фамилии деятелей предыдущей власти и тех, кто пришли после революции достоинства. Среди них экс-премьер Крыма Анатолий Могилев, экс-глава Севастополя Владимир Яцуба. В списке также Сергей Арбузов, Раиса Богатырева, Виталий Захарченко. Также аннулированы паспорта и представителей нынешней власти Виктора и Ивана Балоги, Михаила Добкина, Нестора Шуфрича, Заряна Шкиряка и других. Госпогранслужба и Украинское бюро Интерпола проинформированы о недействительности дипломатических и служебных паспортов Украины этих граждан. Сегодня второй день работы Верховной Рады после каникул. Депутаты отклонили закон о конвертации валютных вкладов. Комитет по вопросам правовой политики и правосудия решил включить в повестку дня законопроект об изменениях в Конституцию в части правосудия. В нем исключена норма о запрете парламента выражать недоверие генпрокурору. На заседании побывали наши журналисты. Новые судьи Конституционного суда Виктор Кривенко, Виктор Колесник и Владимир Масик заходят в Верховную Раду. По очереди выходят к трибуне. В зале президент, премьер. Я, Колісник Віктор Павлович, урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати високі обов'язки судді Конституційного суду України. После присяги покидают Раду. Сразу после торжеств к трибуне выходит депутат от БПП, экс-министр здравоохранения Олег Мусий. Обвиняет нынешнего министра Александра Квиташвили, что тот вернул коррупционные схемы сына президента-беглеца Виктора Януковича Александра в строительстве детской больницы «Ахмадет». По его словам, Квиташвили назначил Ирину Коваль главой госпредприятия по достройке Ахмадета «Укрмедпроект БУД». Мусий утверждает, именно она во время Януковича была главным отмывателем средств из госбюджета. В останній робочий день, 27 чи 28 грудня, по суті, коли казначейство вже перестало працювати, за поданням міністра Квіташвілі і за поданням заступника міністра Перегінця відбувається безпрецедентний факт. Протягом одного дня заступник міністра Уманський змінює державну програму і майже 90 мільйонів гривень іде на стару фірму Саші-стоматолога. После этого выступления на трибуну выходит Владимир Демчишин. Министр энергетики и угольной промышленности просит поддержать закон о национальной комиссии, которая будет осуществлять государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Цей регулятор буде діяти у відповідності з європейськими стандартами і відслідковувати діяльність вкрай складних монопольних структур. Тобто покликаний боротись за права споживачів, в першу чергу, і цей закон проникнутий цією ідеєю. Свои претензии к закону выражают радикалы. В законе они увидели коррупцию. Корупція має конкретні імена і конкретні морди. Гляньте на ці імена. Он корупція, ото уособлення корупції. Сьогодні найбільша корупція на енергоринку. Коллега от «Самопомощи» менее эмоциональный. Цей закон зараз має шанс бути проголосований. Але це ваше слово публічне зараз має бути сказано чітке. Насправді, даний закон підготовлений в найкращих принципах Європейського Союзу. І він повністю підтриманий нашими європейськими партнерами. Тому я розумію, що є певні претензії, але між першим і другим читанням вони в повній мірі можуть бути допрацьовані. Защищать закон вышел представитель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса. Именно они занимались разработкой закона. Це не закон для міністра палива і енергетики або для президента. Це закон про незалежного регулятора, який дає можливість в країні мати прозорі, чесні, європейські правила гри на енергетичному ринку України. Закон не поддержали даже в первом чтении. Эльвина Седбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Пророссийские наемники за прошедшие сутки 66 раз атаковали опорные пункты украинских военных. В особо напряженных участках украинским защитникам пришлось открыть огонь. В районі Мар'їнки по наших опорних пунктах ворог вів вогонь з усієї наявної зброї.
Окупанти використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та навіть зенітні установки. Неподалік Красногорівки наші позиції були обстріляні з гранатометів та міномету, а по українським укріпленням біля Новгородського противник відкривав вогонь з БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів. Під мінометний вогонь проросійських бойовиків потрапили наші опорні пункти в Троїцькому та Зайцевому. Традиційно напружена обстановка в районі тимчасово окупованого Донецька. По наших укріпленнях в Опитному, Пісках, Авдіївці та шахті Бутівка противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Загалом протягом минулої доби проросійські бойовики 66 разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах. В деяких випадках українські воїни були змушені відкрити прицільний вогонь у відповідь. Главарь так называемого ДНР Александр Захарченко признался в том, что в ходе наступательной операции он и его бойцы практически полностью уничтожили село Кожевня Донецкой области. Об этом главарь сепаратистов заявил во время выступления перед студентами Донбасской национальной академии. Будущие специалисты разработали план восстановления поселка, а Захарченко пообещал покрыть расходы из бюджета своего псевдогосударства. Это были, наверное, первые наши такие сложные бои. И, наверное, была самая такая первая наступательная операция. К сожалению, это село мы в ходе боев практически полностью уничтожили. И лично для меня, как для человека, который приходилось, чтобы спасти своих бойцов, сжигать дома. Служба безопасности Украины задержала инспектора одного из подразделений Главного управления национальной полиции Украины в Луганской области, который подозревается в работе на российскую спецслужбу. Как сообщает пресс-служба СБУ, милиционер в 2014 году по личным делам и без ведома руководства выезжал на временно оккупированную террористами территорию, где его завербовали российские спецслужбы. По заданию кураторов он собирал и передал ФСБ информацию о сотрудниках подразделений полиции, о транспорте, размещенных блокпостах в зоне проведения АТО и ряд служебных документов, в том числе с грифом «Секретно». Я совершил поездку в город Луганск, где был завербован сотрудником ФСБ для сотрудничества и передачи информации. Мои задачи входила сбор информации на граждан, которые будут мне указаны. Также осуществлял передачу документов, тех документов, которые просили меня передать. Также осуществлял сбор информации на других граждан, а также на транспортные средства. В эти минуты в Киеве началась жеребьевка участников нацотбора на Евровидение от Украины. Сейчас каждый участник выбирает номер, под которым будет принимать участие в нацотборе. В полуфинал прошли 18 исполнителей. Среди наиболее известных Джамала, Анастасия Приходько, Тони Матвиенко и группа «Не ангелы». Представлены самые разные жанры, от фольк-музыки до хард-рока. Выбирать представителя Украины на национальном отборе будет Константин Меладзе, Андрей Данилко и Руслана Лыжичка, а также зрители путем СМС-голосования. Полуфиналы национального отбора будут проходить 6 и 13 февраля, а финал 21 февраля. Тогда и узнаем победителя, который отправится в Швецию защищать честь страны. Финал Евровидения 2016 состоится в Стокгольме 14 мая. В прошлом году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидения, объясняя это сложной ситуацией в стране и отсутствием денег. Я устала смотреть на то, как Евровидение от Украины участник все время заигрывает. А мне хочется, чтобы он что-то сказал о нашей стране. Песня и называется «1944». Она как бы, с одной стороны, относит нас в прошлое, да, относит нас к депортации крымских татар, депортации украинцев, греков, армян. Но с другой стороны, мы, помня прошлое, мы не повторяем ошибок в будущем. А телеканал АТР начал международный крымско-татарский флешмоб «Эй, Гузель, Крым». Для того, чтобы принять участие во флешмобе, нужно исполнить легендарную песню «Эй, Гузель, Крым» и снять это на видео. После отправить ссылку на видеоролик по адресу 15minut.info@gmail.com. Лучших исполнителей покажут на телеканале АТР.
И уже поступили работы, около 10 работ. Надо сказать, активность проявили диаспоры. Турция в основном. На песню «Гузель Харым» достаточно красиво и хорошо. Хочу подчеркнуть, что принять участие в конкурсе может любой, от стара до велика. Группа людей или даже если кто-то запишет свою биташку, тоже приветствуется. Главное, чтобы требование это было достаточно хорошего качества. Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Будьте с нами.